Здравствуйте, меня зовут Светлана Напрячук, и я эксперт по разрешению различных проблем, вполне даже сложных. И очень многие люди, они спотыкаются о том, что не могут достигнуть успеха в своей жизни. Разочарование их постигает, они могут бросить не один раз и не одно дело. Так было со мной постоянно. И до сих пор периодически бывает, что попадаю в такое состояние. И я задумалась над тем, а что же такое в нашем понимании успех? Очень часто приходят рассылки, картинки, в которых говорится, что вот вы сделаете, пойдете на это 10-дневный, месячный курс и прочее, и у вас все будет прекрасно, вы достигнете успеха. Приводится длинный список людей, которые сумели достигнуть успеха. И вы идете, вы платите деньги, но успеха за эти 3 месяца не достигаете. Чаще всего вы сходите с дистанции, когда не получилось то, что обещалось вроде бы, или то, на что вы надеялись, послушав, увидев рекламку какого-то тренинга, и вы уже перестаете верить в себя. Но понимаете, в чем дело? Может быть, успех для вас – это большие деньги, потому что на постсоветском пространстве, в общем-то, деньги, если и зарабатывались, то считалось, что это нечестным трудом. То есть было масса ложных установок про деньги, поэтому многие боятся даже этого слова «деньги». А уж большие деньги, с одной стороны, ум хочет, а тело противится, душа противится. И как быть в этом случае, когда успех уходит от вас в который раз? И каждый раз в копилку самообвинений каких-то, установок тех, что вот я не могу, опять у меня не получилось, добавляется еще одна капля, которая мешает уже что-то новое начинать. И многие люди бросают. У меня так было во многих проектах, я достигала достаточно хороших результатов, но потом мне становилось скучно, или мне казалось, что я слишком много труда вкладываю, слишком мало отдачу получаю. И фактически я изнемогала и бросала эти проекты. И вы знаете, что я поняла? Что, во-первых, когда я изучала биографии успешных людей, я видела вот ту подводную часть айсберга, которая была, на которой покоилась их слава, вот вершина, верхушка айсберга, которая показывала их славу. Но когда узнаешь про их жизнь, то видишь, что они очень много работали, получили очень много разочарований. Они постоянно совершенствовали себя, они учились быть по-новому. И поэтому они достигали этого успеха, потому что они не бросали. Они каждый раз начинали по новой и не бросали. И то дело, которое в конце концов принесло им успех, возможно, это не одно дело, оно делалось малыми шагами, малыми шагами. Потому что нам хочется вот сразу, прямо сейчас. И на этом очень многие финансовые пирамиды в интернете, проекты, основаны. Первые, кто туда приходит, они срубают большие деньги, если много вложат. Но если они немножко боятся, не рискуют и вложат мало, то фактически они будут иметь много суеты и, в общем-то, малые деньги. А если они попытаются вложить гораздо больше деньги, то наступает момент, когда из этого проекта надо уходить, потому что он просто разваливается. Так вот, про успех вернемся. Значит,
первое, что мы определили, это делать малые шаги. Мало того, радоваться этим малым шагам, радоваться тому, что вы одержали очередную какую-то победу. Причем победу не по сравнению с кем-то, а победу над собой. Если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, насколько, когда вы сделали что-то, за что вы можете гордиться, то вы сами изменились, вы стали лучше. А вторая ошибка, что мы пытаемся делать какие-то шаги, но мы делаем это вот из позиции внутреннего выживания. То есть постоянно на заднем фоне присутствует какой-то страх. Страх, что деньги кончатся, страх, что я потом вот потеряю их. И многие другие страхи поднимаются. И, естественно, когда вы работаете, делаете что-то, пытаетесь достигнуть успеха вот таким образом, то, естественно, успех или не принесет вам радости, или в который раз будет снова ускользать от вас. Поэтому делать надо то, что вам нравится. Я помню, однажды меня научили так делать, и я так делаю. Когда у меня наступает переломный момент, и мне хочется поменять что-то, я просто сажусь за стол в тишине и покое и пишу те требования к делу, которые мне хотелось бы делать, пишу их. И вы знаете, вот каким-то чудесным образом вдруг начинают притягиваться возможности, и мне находится именно такое дело. Оно не всегда может быть привычным, оно не всегда, и всегда оно не будет вписываться в мою зону комфорта, потому что непременным пунктом требований моих к какому-то новому делу является, чтобы это дело развивало меня, чтобы оно делало меня лучше, продвигало меня вперед. А вторая часть вот этого подводного айсберга – это то, что у нас внутри есть какие-то подсознательные блоки, которые мешают делать шаги, которые мешают нам рисковать, которые мешают нам получать именно большие деньги или даже вот, достаточно серьезные деньги, которых мы никогда не получали. И получается, что вот именно для во-первых, обнаружения этих блоков требуется время. И для того, чтобы с ними работать, тоже требуется время. Поэтому если вы в каком-то проекте что-то сделали, и результат вас не вполне устроен, посмотрите глубоко в себя и подумайте, а в чем я на данный момент не соответствую тому, чтобы двигаться дальше. И на это вот самое уходит большое время и большие силы, чтобы проработать внутри эти неосознанные блоки. Умом мы все понимаем, но они осознаются не умом, они какими-то другими методами выясняются. И, честно говоря, я помню, когда я работала над одним проектом, нас вызвали и сказали, еще в совке, и сказали, вот, а если вам дать то, а если вам дать это, а если вот вам людей больше дать, то вы сможете это сдать быстрее. И на что мой коллега говорит, вы знаете, если собрать 9 беременных женщин, они не родят за месяц. То есть для того, чтобы родилось что-то новое, Паша, нужно время. И нужно определенное время. Вы не знаете чаще всего, какое это время. Это может быть раз и по щелчку пальца убираются какие-то препятствия. Но есть вещи, которые требуют реально времени, потому что вы не готовы с ними еще работать. Но хотя вы осознали, вы уже готовы, но требуется время. И поэтому радуйтесь самым маленьким успехом, учитесь поддерживать себя, когда хочется бросить, ищите примеры тех людей, биографии тех людей, которые вам интересны, которые добились того, чего хотите добиться вы. И никогда не смотрите на успехи других людей, потому что это может быть не для вас. Может быть, это дело не вашей души.
И оно вам принесет только разочарование. Деньги может принести, но потом принесет разочарование и опустошение. Поэтому будьте и к этому внимательны. И я желаю вам удачи. И если вы хотите разобраться в том, что вам мешает делать какие-то шаги в отношениях, в работе, в проектах, то зайдите на мой сайт и запишитесь на консультацию или на коучинг. Я с удовольствием пройду с вами тот путь, который проведу вас тем путем, которым ходили уже многие, и которым ведут меня, и которым я уже прошла куда-то. До свидания. С вами была Светлана Медведчук, эксперт по решению проблем.